Так, ну что, всем приветики. Надеюсь, что-нибудь получится. У нас тут сегодня прохладненько. Уже 6 часов времени, ну, светло уже стало как бы. И сейчас хотелось бы погулять с вами. Вот. Эта улица у нас Курашова. Вдоль нее, вдоль этой улицы погулять. Не по самой улице, потому что улица, в общем-то, шумная. Много транспорта там. А вот посюда. Тут есть какая-то тропинка. Вот такая вот тропинка. Вот там скорая помощь. Кардиология несется. Это улица Пояркова. Сейчас конец уже рабочего дня у нас. Прохладно. Было тепло. Вот уже несколько дней что-то холод. Ветер начал дуть. И, соответственно, так дискомфортно себя чувствуешь. Нос. Отсюда стулья здесь такие непонятные. Для кого это они нужны? Это вот лицей городской. Оригинальной архитектуры. Вот такой вот он по форме, как корабль. Как корабль. Вот он. Ну, если сверху смотреть, там можно увидеть. Так, а с этой стороны у нас костел, католический костел. Там орган установлен. Ну и вот сейчас вот посюда мы с вами пройдемся. Вот посюда вот здесь более-менее тихо. И можно идти спокойно, что никто не мешает. Не знаю, как вообще удастся отстримить, потому что прохладно. Телефон, я думаю, замерзнет у меня. Так что если вырубится, значит, знаете, что у меня телефон замерз, и все, я уже не смогу выйти связаться, пока телефон, соответственно, не оттаю. Не оттаю пока телефон. Или даже придется его заряжать. Так, ну здесь у нас теплые гаражи. Так, и мы вот так вот прямо топаем тот канал с этой вот стороны. Ну, сейчас, естественно, он замерз. Шии засыпаны снегом. Ну, можно вот так вот пройтись. Здесь гаражи с этой стороны, причем сверху какой-то надстрой, как это обычно делают. Там находятся разные фирмочки такие мелкие, служба быта и так далее. С этой стороны у нас вот такие вот холодные гаражи, КПДшки. Это КПДшка, да, она будет, видите, ее покрасили. Даже не узнать, что такое. Извиняюсь за качество сразу, чтобы там не было никаких, потому что тащить в таких вот условиях приходится тяжелых, холодных телефон, поэтому пардон, если что, сразу претензии не принимаются. Так, с этой стороны тоже тут дома. Ну и мы вдоль вот этого вот канала идем. Так, я туда смогу дальше пройти или нет? Извините, что не могу ваши читать комментарии, потому что руки у меня иначе просто окочурятся. Так, а как тут пройти? Вот вдоль вот этого. Я тут смогу вообще пройти. Смотрите, как здесь узко. Но хорошо, что летом бы... Так, главное тут не поскользнуться и не свалиться. Так, давайте вместе с вами вот так вот. Оба. О, вот так вот все прошли. Это опасное местечко. С этой стороны я смотрю, здесь какая-то спортплощадка находится. Так, где же школа? Вот она, школа. Сейчас мы
Мимо школы проходим. Вот она. Не знаю ее номер, к сожалению. Но мы вот так вот прошли эту школу. Что там написано? Я люблю Мингимназия. Гимназия. Ага. Минсаха гимназия. А, вот это вот. Все понятно. Я люблю. Можно там распутаться с этим сердечком. Вот такие лавочки здесь стоят. Выпускники или что? Вот за детьми приехали на машинах, на транспорте. Ну, мы сейчас вот, наверное, сюда сиганем. Вот сюда вот. Туда можно пройти, на улицу Лермонтова, но она очень загруженная транспортом. Просто капец какой. Там идти тоже неохота. Поэтому мы с вами погуляем вот по таким местечкам. Что-то рука у меня замерзает вообще. Думали, что уже тепло, все. Ничего подобного. По 30 градусов погодка. Так. И, наверное, здесь вот туда не пойдем, сюда пойдем. Вот так вот. Еще не упасть. Не упасть и не... Фу. Так что скользко. Вот что-то меняют. Тут трубы какие-то. Сантехнику повыкидывали. С этого здания общежития. Вот это вот. Видать, какой-то ремонт здесь идет капитальный. Так, вот если бы я бы зашел в какой-нибудь магазинчик, допустим, я бы смог бы ваши комментарии ответить. Но у меня вот такие вот перчатки, рукавицы. Ну, так вот, если пальцами все попробовать. 2 смотрят, 1 лайк. Что-то я попробую. Чат. Ну, никто ничего не написал. Ну, соответственно, я в последнее время давно ничего не снимал, не стримил, вернее. Хотя сегодня 2 или даже 3 шортса, таких коротеньких видеоролика сделал, снял, уже в YouTube выложил. Ну и, соответственно, вы их можете посмотреть. Один шорт, вот, ролик такой коротенький про маршрут номер 100, который открыли в Якутске. Там новые автобусы, вот эти вот, такие большие, комфортабельные российские, удобные автобусы. Так, как мне пройти посюда? Смотрите, здесь были деревянные дома на этом пустыре. 2 дома, по-моему, их снесли. Все, здесь сейчас пустырь. Ну, видать, будут что-то делать, строить, соответственно. Это центр, считается центр города. Так что здесь недвижимость, если или что-то, строения какие-то они пользуются спросом. Соответственно, и цена на них повыше. Но почему-то оставили вот этот туалетик. Вот этот туалетик оставили. Видать, для кого он здесь сделан. Для кого? Для просто проходящих людей. Вон там Вавилон, торговый дом, центр. Может туда зайти. И вот здесь вот туалет. Такой вот на пустыре. Интересно. Ну, в принципе, хорошо. Туалеты нужны в городе. Они необходимы. Как бы, ну, то, что в кафе там и так далее, или где-то в зданиях, может быть, вас пустят, но не всегда это и пускают, поэтому приходится жителям все-таки испытывать какой-то дискомфорт в этом отношении. Так, давайте вот сюда сейчас перейдем. Это улица у нас Петра Алексеева. Петра Алексеева, вот в этот торговый дом Бали. 12 секунд осталось. Так, а это у нас медицинский колледж.
медицинский колледж вот это вот. Готовят медиков среднего звена, медсестер, медбратьев. Так. Все, я перешел. Давайте вот сюда вот сиганем. Он вообще работает. Нет? Тут уже 100 лет я сюда не заходил. Что там вообще? Мир сумок не смотрю. Фу. Прохладно ходить, прохладно. Так. Ну вот я на перекресток вам... Ой, господи, чуть не упал. Телефон, извиняюсь. Вот торговый центр Вавилон. Улица Петра Алексеева. И вот эта вот улица Лермонтов. Перекресток. Очень интенсивная здесь движуха. Так, все, давайте зайдем. Мне надо погреть пальцы. Надо погреть. Здесь тамбур, можно в тамбуре постоять. Ой. Хорошо. Даже двойной тамбур. Вот сюда можно. Так. Холодно, прохладно. Руки замерзли. Погреть. Немножко пальцы погрел. Блин, а что такое? Блин, зацепила мне эта штука, а? Ё-моё. Ничего, надеюсь, не порвал. Ну как так можно такие болты здоровые садить? Не спиливать их. Все безобразие какое-то вообще. У меня за этот, за карман зацепился. Так, одеваем рукавицы. Так, давайте я капюшон еще одену. Что холодно. Ветерок этот неприятный. Ой. Так. Улица Лермонтова. Лермонтова улица. Ну что такое, а? Улица Лермонтова. Смотрите, сколько транспорта у нас ходят. Так, это мы с вами побывали в торговом центре Олимп. Олимп. Идем дальше. Так. Ну что, вот тут куча снега. Тут снег еще, смотрю, так с крыши не скидывали, не вывозили, хотя надо, по идее. Значит, там людей начинает на верхних этажах топить. Там, где такие вот прямые крыши, не покатые, прямые, там надо чистить обязательно. Так. Нотариус вот здесь вот. Юрист. Елочки горят вот такие вот. Так, я хотел тут поснимать голубей. Вот у нас вот на этой остановке Свердлова они в этом доме жили, и что-то я их не вижу. Куда-то они делись. Куда же они делись? Вопрос. Так, еще какая-то едет скорая помощь. Слышу сзади. Да, в это время вот тут их кормили, и что-то не видать. Они где-то в этом что ли здании живут. Ладно, едет. Ну, у нас гололед, поэтому
Надо идти осторожно. Здесь еще вот такие дома еще сохранились. Деревянные. Правда, люди уже пластиковые окна поставили в надежде, что не скоро переселят, видать. Хотя домик вот этот могли бы и снести. Тут хорошее местечко, но его почему-то не хотят сносить. Вот он какой. Ну, это дома, наверное, 60-х, 50-х годов постройки. Здесь вот целая куча таких зданий было, раньше стояла, но их посносили здесь. Ну, сейчас, кстати, их тут еще они сохранились у нас. Поэтому мы пройдем и посмотрим на них. Так. Тут небольшой скверик. Опять же, все в снегу. Все в снегу. Сейчас мы по сюда пойдем. Скверик. Тут какой-то фонтан или что, я не знаю. Ну, вот так вот. У нас все заснежено, прохладно. Тут кормушки для птиц висят. Тут вот этот дом. Деревяшечка двухэтажная. Ну и гараж. У них кладовки. Вот эти вот. В каждой, я помню, комнате по кладовочке такое было выделено, чтобы люди могли свой какие-то пожитки что-то вытаскивать туда. Или как зимний склад под еду хранить. Ну вот, смотрите, видите, да, машина. Машина стоит вся в снегу машина, а это вот под Наташей. Синтепоновая такая накидка, которая не дает машине замерзать. И люди благодаря вот этим гаражам такие вот, значит, соответственно, вот таким вот, да, видно, да, получили возможность ездить всю зиму на автомобилях. Да, стало доступно. То есть стоимость вот такой накидки теплой, ну, в зависимости от размера машины, она отличается там от 12 и выше 15 тысяч и так далее. Вот еще один домик. Такой домик довольно крепкий, двухэтажечка. Некоторые дома есть, которые туда вообще вошли в землю, а этот еще крепенький. Тут даже, я смотрю, двери что-то доделали, новые доски приколочены. Люди живут. Ну, место удобное, как бы центр, то есть здесь добраться куда-нибудь очень легко и просто. Тем более, смотрите, у них здесь вот такие вот палисаднички. И вот машины стоят здесь, смотрите. То есть у него тут как гараж просто на территории. Ну, вот эта теплотрасса такая идет. Теплотрасса. У них подъездики такие. Ну, они, видите, дома уже в землю туда куда-то уходят. Ну, построены они неправильно. Прямо на земле, по сути дела. Поэтому оттайка грунта произошла. И, соответственно, они вон туда куда-то накренились, покосились. Такой фактор, короче. Так, вон у них что еще? Выгребная яма, что ли? Слушай, у них еще выгребная яма здесь. Я даже не знал. То есть это сюда жидкие помои выносят люди. Но я ближе не буду подходить, иначе там вонища такая жуткая. И вот это туалет. Ой-ой-ой. Жители дома 27/3, неблагоустроенный дом в центре города. Да, ну и тут рядом по Лермонтову вот такие вот. Это двор у них. Здесь двор. Тут, по-моему, фирма Мегафон находится. Но с той стороны вход у них. Офис их. Мегафон у нас
в городе довольно популярна. У нас какие операторы у нас. Вот тут, смотрите, детская площадка. Кстати, детишки, видно, уже гуляли, бегали. У нас какие фирмы сотовых операторов? Это Мегафон, МТС, Билайн, Йота. Ну, вот такие я знаю. Может, еще какие есть. Вот такие фирмы. В принципе, хватает для города. Количество жителей 350 тысяч человек. Прирастающий город. Многие сюда переезжают с улусов, районов республики. Ну, потому что удобно. Тут как бы большой город. Все есть. И учебные заведения, и подряд театры, музеи, библиотеки. Ну, для столицы республики, так сказать, соответствует. Вот он, Мегафон. Офис Мегафон. То есть, если какие-то проблемы с Мегафоном, или вы хотите симку какую-нибудь купить, у них взять их, подключиться к Мегафону, вот сюда вот можно. В принципе, я вот сейчас стримлю через Йоту, а Йота у нас базируется на базе станции Мегафон, вышек, поэтому качество, в общем-то, ну, в городе, в общем, довольно. Таких провалов нет. Но это улица Халтурина. Улица Халтурина. И напротив вот такой здоровенный домина построен. Здесь в нем дом меха, швейный парк, магазин швейных машин. Потом там, я знаю, вот эта аптека. И находится авиакасса. Так, что мы? Халтурина. Так, на ту сторону перейти или здесь идти? Ну, давайте туда перейдем. Что мне, кстати, не надо было ничего стороны. Ну, люди уже одеваются как-то более тепло, но еще пока не стоит. Пока еще надо зимний пуховик, то есть ветра, они довольно-таки сильно остужают тело. И вроде бы сильного мороза нету, но промерзаешь быстрее промерзаешь. Курточку с капюшоном еще надо носить. Так, вот здесь, смотрите, давайте отсюда зайдем. Это по Лермонтову вот эти КПДшки. Здесь делали вот такую парикмахерскую Линолайн. Так, срочное фото. Вот смотрите, какие тут снежные кучи. Видали, да? Все это. Тут снег разгребли, но, соответственно, его как-то должны вывозить. Какая-то должна спецтехника подъехать, как-то это все забрать и вывезти. Иначе, конечно, тут будет, когда все начнет таять там в апреле, да, тут будут жуткие лужи. Ну, я думаю, что столько снега навалило, что сложно, да, будет все это убрать. А здесь магазин АЗ. Здесь все время аккумуляторы продавали. Интересно. Сигарет нет. Низко. Вон у них тут купи батарейку. Вывеска. Там у них сейчас, короче, они раньше батарейками занимались, электроникой, а сейчас перешли на продажу вот, продукты питания, по сути дела, основной. А батарейки продают, ну вот, один вот этот вот стендик, по-моему, или два там. Ага, стенд, и там прилавок, ну и все. Больше ничего нет. Ну, сейчас такие появились маркетплейсы, как Озон и Вальберис, поэтому, в общем-то,
проще с них бывает что-то заказать, найти там легче, чем пользоваться магазинами. Ассортимент небольшой, но и плюс высокие, конечно, цены. Высокие цены. Вот здесь вот якутский мед. Магазин якутский мед. Такой вот. Здесь. Так, что там скоро? Ой, господи, кто-то пищит. Так, нам надо куда-то погреться, зайти погреться в магазин Ганза. Это химия. Здесь разные у них. Не будем в эту химию заходить. Химией дышать, поэтому мы с вами так потопаем. Если что, связь прервется, то ничего страшного, значит телефон у меня замер. Так, а это у нас, смотрите, люди сидят внутри этого здания. Короче, там теплая остановка называется. Теплая остановка. Вот автобус подъезжает. 8. И вот сейчас люди оттуда, кому надо, выйдут. Там еще бывает видеокамеру ставят, которая показывает состояние снаружи. Да, вот мы сейчас подошли. Тут у нас улица Дзержинского. Здесь вот много банков в этом здании. Хотя ВТБ вроде бы тут был, но, по-моему, он уже не работает. Там одни банкоматы остались. Оптимизировали они свою деятельность в городе. По-моему, один офис только оставили, а раньше было довольно много. Ну вот, Алмаз-Ага, как это, Азиатско-Тихоокеанский банк вот здесь есть. Потом там Росбанк был. Да, вот Росбанк. Видно, да? Так, вот там вот чуть дальше ВТБ банк. Ну вот, можете посмотреть улицу Дзержинского. Какая сейчас здесь движуха. Ну и практически круглосуточно здесь так. Практически круглосуточно. То есть эта дорога идет в авиапорт. И туда дальше в Жатай. Вот новый этот жилой там комплекс тоже построенный. И вот люди все туда и сюда едут. По этой дороге. Как бы. Ну, ВТБ. Банкомат работает, а офисы, смотри, не светятся. Или светятся? Нет. Светит или работает. По-моему, закрывался он когда-то. Ладно. Может, открыли. Так. Дальше топаем мы с вами по улице Дзержинского. Смотрите, у них здесь турникет. И вот так просто не пройдешь. И вот здесь, в этой части здания, на первом этаже Сбербанк у нас. Сбербанк. Ну вот у них новый логотип. Сбер. Ну тут видите, какой заезд прямо можно для этих на колясках кататься. С этой стороны вот это Апельсин, торговый центр. Когда-то здесь была классная столовая, суперская столовая, недорогая, на 2 этаже. А на 1 этаже была кулинарка, магазин кулинарный. Хорошо там выпекали булочки, блины, я помню, классно так. А вот здесь вот халва, Совкомбанк, потом ВТБ лизинг, разные фирмы. И Почта банк здесь еще есть. А, и этот. Сейчас еще скажу, еще один банк здесь был. Торговый центр Дзержинский. Так, Почта банк, Совкомбанк,
Банк Home Credit, я уже забыл название. Ну и также тут авиакассы, ЖД билеты. Так вот, такое скопление. С той стороны, вот, кстати, новый автобус, вот на котором я сегодня ехал и снимал. Он довольно-таки большой, 3 метра там до потолка. Высота, короче, внутри автобуса. Так, вот эта остановка. Остановка называется здесь Банковская. Вот тут постоянно автобусы останавливаются. Большое количество автобусов. Здесь кондитерская и так далее. А здесь вот такая площадка детская, игровая. Ну, конечно, тут играть рядом с этими машинами, с этим транспортом. От них же сколько шума, пыли, грязи идет, честно говоря. Тут надо было построить какой-то, я не знаю, или забор хотя бы, или что-то деревья как-то высадить какие-то. Ну, так пока. Ну и то, в принципе, хорошо, что построили. Тут вот тоже новое здание Дзержинского 27/2. Здесь находятся Россети. И вот с той стороны Сбераптека. Вон она, видно, да? Е-аптека. Сбер-Е-аптека. Так. Извиняюсь, что это. Так, что-то у меня предупреждение 5%. Сейчас у меня вырубит телефон, короче. Ладно. Все, было приятно постримить. Я прекращаю стрим. У меня, видать, телефон замерз уже. И мне надо... Тут мне написали за покупку. Гореловский, привет. Я извиняюсь, замерз, поэтому не смог отвечать. Телефон у меня садится, замерз, поэтому я прекращаю. Все, было приятно постримить. Спасибо за лайки. Всем пока.